Читаем парламентскую газету под номером 21 от 8 июня 2017 года. Статья «За сдачу норм ГТО предлагают повысить зарплату». Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, выступивший в Совете Федерации в рамках правительственного часа, говорил о развитии массового спорта в России. Для главы ведомства отчет в Палате регионов стал первым после назначения на должность. Сенаторы отметили содержательность выступления, а спикер Валентина Матвиенко подчеркнула, что именно развитие массового спорта, а не спорта больших достижений, должно стать главной заботой министерства. Сейчас 34,2% населения страны, а это более 46 миллионов человек, активно занимаются спортом. Для сравнения, в 2008 году, когда было создано Минспорта, только 22 миллиона граждан отдавали предпочтение занятиям спортом. Если набранный темп не замедлится, то к 2020 году спортом будут заниматься 40% россиян, более 60 миллионов. Такие показатели заложены и в федеральную целевую программу на 16-20 годы, ориентированную на развитие массового спорта, региональных спортивных центров, возведение футбольных полей и строительство малобюджетных спортивных объектов. И все бы хорошо, за исключением того, что государство со всеми обязательствами по строительству спортплощадок справляется не вовремя и не в запланированных объемах. Всего в стране функционирует 291 тысяча различных спортивных объектов, а в прошлом году было введено в эксплуатацию 8 тысяч новых объектов. Мы хотим строить недорогие спортивные объекты по месту жительства. На это в рамках федеральной целевой программы выделено 77 миллиардов рублей, из которых 55 миллиардов – это средства федерального бюджета. На строительство спортплощадок в шаговой доступности планируется выделить 5,8 миллиарда рублей, сообщил министр. Он с сожалением отметил, что государству не мешает ввести некоторые налоговые преференции и льготы для таких объектов, иначе будет невозможно получать хоть какие-то доходы. Другая проблема – это практически полное отсутствие частных инвестиций в строительство спортплощадок и механизмов государственно-частного партнерства для их последующей эксплуатации. В 2016 году 1,6 миллиона человек приступили к сдаче норм ГТО. Всего же на портале ГТО зарегистрировалось порядка 6 миллионов пользователей, а в регионах функционирует 2500 специальных центров тестирования. Самые активные тут Республика Башкортостан, Красноярский край, Ростовская и Московская области. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Павла Колобкова и отметила, что многие направления по развитию спорта – компетенция регионов. Но без направляющей роли Минспорта и развития нормативной базы при строительстве простых современных спортивных объектов, нужных детям, молодежи и всем россиянам вместе, дело с места не сдвинется. Матвиенко искренне усомнилась, что в стране действительно более 30% россиян регулярно занимаются спортом. Если бы все они хоть зарядку делали утром так же регулярно, как чистят зубы, выходили во дворы и все вместе занимались спортом, предположила глава Совета Федерации. Она заверила министра, что в лице сенаторов он всегда найдет поддержку, необходимую помощь и конструктивное взаимодействие. Статью подготовила Ксения Редичкина. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.